ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Манчестере. Британская полиция подтвердила факт подрыва террориста-смертника. Об этом сообщает агентство Рейтер. Накануне на стадионе Манчестер-Арена в Великобритании, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. В результате погибли 22 человека. Среди них есть дети, раненых 59. В Великобританию поступают соболезнования со всего мира. Большинство фанатов певицы – тинейджеры. И, как мы узнали у полиции сегодня утром, маленькие дети. Десятки родителей все еще ищут своих детей в социальных сетях, выставляя их фотографии и умоляя предоставить им любую информацию. Тепер немає сумнівів, що люди Манчестера та всієї країни стали жертвами бездушного терористичного нападу. Нападу, який із холодним розрахунком спрямовувався на наймолодших у нашому суспільстві. Це був один із найгірших терористичних актів, яких ми коли-небудь зазнали у Великій Британії. Так много молодых, красивых людей, которые жили и наслаждались жизнью, убиты злыми неудачниками. Я не назову их монстрами, потому что им бы понравилось это слово. Отныне я буду называть их неудачниками, лузерами. Это очень печальный день для Европы, сказала Федерика Могерини. От себя лично и от учреждений ЕС хочу выразить соболезнования людям, которые потеряли любимых и близких в ходе теракта в Манчестере, всем гражданам Соединенного Королевства, его премьер-министру, властям этой страны. Я только что общалась с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном, предложила всяческую институциональную поддержку ЕС, которая могла бы оказаться полезной британским властям, в частности, по усилению обмена информацией между нами и сотрудничеству по борьбе с терроризмом. Выражаю мою глубокую солидарность с британским народом после ужасного террористического акта в Манчестере, сказал Бруно Ле Мэр. Думаю, мы все знаем, что потребуется время для избавления от террористической угрозы. Но вместе, общими усилиями, мы должны бороться и мы должны победить. Сегодня на улицах Манчестера снова паника. В сети появилось видео, как люди бегут из торгового центра Арндейл, где раздался хлопок, похожий на взрыв. Полицейские уводили прохожих из зоны вокруг торгового центра и просили граждан покинуть этот район.